Всем привет! Соскучились по сериальной рубрике? Тогда мы начинаем. Наш топ открывает драматический сериал 2017 года «Хороший доктор». Главную роль исполнил Фредди Хеймер, известен всем по фильму «Чарли и шоколадная фабрика». Сценарист проекта Дэвид Шор. Кстати, он же создал сериал «Доктор Хаус», но об этом позже. В «Хорошем докторе» рассказывается о Шонане Мёрфи, юноше с невероятной памятью и большими мечтами стать хирургом. В своей голове он ясно представляет, как устроена кровеносная система человека и четко знает, что делать при ножевом ранении. Его навыки в медицине поражают не только пациентов, но и врачей. Единственное, что мешает Шонану как в работе, так и в личной жизни, это синдром Саванта. Примечательно, что идея сериала позаимствована режиссером у одноименного южнокорейского сериала 2013 года. Для просмотра американской версии этой истории доступно 4 сезона. Оценка на Кинопоиске почти 8 звезд. Мы наймем Шона и дадим надежду людям с ограничениями. Покажем, что они способны на больше и что у них есть шанс. На очереди комедийный сериал «Клиника» 2001 года. Интересный факт. На созданием этого проекта режиссер Билл Лоуренс привлек настоящих врачей. Они консультировали сценаристов над некоторыми эпизодами сериала. После 4 лет учебы в медицинской школе Джон Дориан становится интерном в клинике. Вместе с ним здесь оказывается и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Молодые специалисты без опыта практической работы сразу же погружаются в хаотическую жизнь больницы. Каждая серия отнимет у вас не более 25 минут, но зарядит позитивом на весь день. Сериал получил 3 глобуса и 2 статуэтки Эмми. Оценка на Кинопоиске почти 9 звезд. Мы теряем его, срочно коробку с котятами. Третий номер в нашем списке – драматический триллер «Рэйчет». Сериал основан на романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Премьера прошла в сентябре 2020 года на платформе Netflix. Режиссер Райан Мёрфи, а в главных ролях Сара Полсон, Финн Уитрек и Синтия Никсон. Если вы знаете прежние работы режиссера, например, сериал «Американская история ужасов», то понимаете, что «Рэйчет» лучше не смотреть перед сном. История разворачивается в 1947 году. Милдред Рэйчет обманом устраивается в медсестрой в психиатрическую больницу. На первый взгляд клиника выглядит хорошо, добрый персонал и спокойные пациенты. Но на деле оказывается, что в местной больнице проводятся различные медицинские опыты над людьми. Почему же именно здесь оказалась сестра Рэйчет? Она хочет избавить от смертной казни своего брата, опасного психопата. Оценка на Кинопоиске 7 звезд. Дамы и господа, вы станете свидетелями истории. Я представляю вам лоботомию. Следующее, что мы посоветуем, это медицинский детектив «Доктор Хаус». Сериал получил множество наград, в том числе 2 золотых глобуса, 4 Эмми и премию «Выбор народа». В 2008 году «Доктор Хаус» стал самой популярной телевизионной программой в мире с аудиторией 80 миллионов зрителей. Главный герой сериала – доктор Грегори Хаус. У него сильный характер и постоянная привычка нарушать общепринятые нормы. Он возглавляет диагностическое отделение вымышленной учебной больницы Принстон-Плейнсборо в Нью-Джерси. Каждая серия – это новый пациент и новая медицинская загадка для Хауса и его команды. Оценка сериала на Кинопоиске 9 звезд. Войдите. Это туалет. Вот почему стул дырявый. Нашу подборку мы завершаем сериалом, который выпустил целых 17 сезонов. Это «Анатомия страсти». Медицинская драма получила большое количество наград, в том числе премию гильдии актеров 2006 по 2008 годы. Главная героиня – хирург Мередит Грей, дочь известного врача больницы. Как ее коллеги, она раз за разом борется за жизнь пациентов. Герои сериала оперируют и влюбляются, заводят служебные романы и постоянно борются с трудными болезнями пациентов. Оценка на Кинопоиске 8 звезд. Кстати, у «Анатомии страсти» есть спин-офф под названием «Частная практика». В центре сюжета Эдисон Монтгомери, который оставляет работу в больнице Сиэтл Грейс и начинает собственную врачебную практику в Лос-Анджелесе. Чьи это трусы висят на доске объявлений, черт возьми? Твои? На этом у нас все. Кстати, нам интересно, насколько медицинская жизнь в сериалах схожа с реальностью. Поэтому, студенты-медики, оставляйте свои ответы в комментариях. Увидимся в следующую субботу. До встречи!